Если говорить кратко по этой Конституции, я уже много раз выступал, скажу одним словом, это негодный вариант, его рассматривать, я считаю, это просто нецелесообразно и принимать тем более. Но меня волнует, как практика, один такой вопрос. Если этот вариант Конституции пройдет, я 100% гарантии могу дать, гарантию, что этот вариант народом будет принят. Почему? Потому что идет игра на популизм. Все говорят, что должен быть один хозяин, это чимкирики, парламент и так далее, и так далее. И поэтому, исходя из этого, люди хотят видеть все-таки одного в стране хозяина, и, естественно, этот вариант им понравится. Они не будут вникать в детали. Но давайте кратко я хочу сказать вообще в отношении самого подхода. Посмотрим легендарный парламент. Все его хвалят. Но кто его развалил? Развалил его президент. Посмотрим следующий, Акджоловский, да, парламент. Другие парламенты. Этот парламент, несколько партий, первые двадцатки утверждал Атамбаев. Опять-таки влияние президента. Не сам парламент виноват, а виноват президент, который набрал таких людей. Вот об этом надо говорить. Поэтому идет подмена понятий, что должен быть один хозяин, а чимкирикский парламент не пойдет. Чимкирики, за них отвечает именно президент, прежде всего. И теперь вопрос возникает, поскольку, если у нас эта Конституция пройдет, народ поддержит, значит, надо сделать все, чтобы Конституция не прошла. Что для этого надо делать? Первое. Это надо, естественно, обратиться, так скажем, к совести всех депутатов, чтобы максимальное число отказалось. И хотя бы формально, чтобы не было 2/3 для того, чтобы выносить проект. Это первый вариант. Второй момент. Надо обратиться к Садыру Джапарову и сказать, что вот эта лакмусовая бумага, этот проект Конституции, о том, чтобы проверить его на политическую зрелость. Мы понимаем, что он отсидел какое-то время, потерял, оторвался от реальности, в виртуальном мире работал, значит, на компьютере, когда находился в местах лишения свободы. Но действительность другая. Поэтому я считаю, что это его тоже экзамен на политическую зрелость. И последнее, что я хотел сказать. Я могу со 100% гарантией сказать, что если сейчас этот вариант Конституции пройдет, осенью следующего года, самое позднее, нас ожидает событие похуже, чем октябрьские события этого года.